аудиты, они нужны для именно корпораций, которые котируются на бирже. Общественность, инвесторы, они хотят получать независимую оценку того, что происходит с компанией. Думаю, что в будущем только финансовая часть отчетности не будет достаточно для инвесторов. Бизнес-среда. Добрый день, это очередной выпуск цикла «Бизнес-среда» от Академии подкастов «Три медведя». Этот цикл мы пишем совместно с консалтинговой компанией RSM Таджикистан. Принципом ESG сегодня стремится бизнес во многих странах мира, и мы выступаем активно за популяризацию этих принципов. В одном из предыдущих подкастов с Замирой Самадовой мы говорили в целом о принципах ESG и о том, какую роль они играют в развитии современного бизнеса. Сегодня мы поговорим об аудите, который необходимо проводить для того, чтобы верифицировать приверженность компании принципам ESG. В гостях у нас Фирус Саидов, партнер по международным связям компании RSM Таджикистан, член Ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров ACCA. Здравствуйте, Фирус. Здравствуйте, Зиво. Для начала давайте напомним все-таки нашим слушателям, что такое ESG и почему это сегодня актуально и так важно. Тематика ESG сегодня, можно сказать, трендовая. Ее продвигают везде. Но на самом деле мы по некоторым вопросам ESG уже знакомы в силу того, что Организация Объединенных Наций принимала в 2015 году 17 целей устойчивого развития. Основные вопросы ESG истекают из этого. Важность вопросов ESG для бизнеса сегодня в том, что многие инвесторы, многие корпорации, организации стали принимать эти вопросы во внимание для принятия финансовых решений. С этой точки зрения этот вопрос сейчас очень много обсуждается во всех бизнес-площадках, скажем. То есть ESG – это у нас принципы экологии, социального управления и корпоративного. Да, в основном это вопросы вокруг экологии, вопросы вокруг социальных вопросов и вопросы, касающиеся прозрачности корпоративного управления. Угу. Насколько важно выпускать отчетность ESG для компании, потому что единого какого-то стандарта по отчетности ESG сегодня нет. Да, на самом деле этот процесс развивается постепенно, соответственно, единых стандартов отчетности по ESG как единое целое тоже нет. Есть отдельные стандарты, отдельные вопросы, скажем, только по экологии, только по социальным вопросам и так далее. Поэтому единых стандартов нет. Также вопрос усложняется тем, что организации, которые выпускают или занимаются вопросами стандартов, тоже разные. Есть организации, которые выпускают стандарты по направлению экологии, и есть организации, которые занимаются вопросами социальных вопросов. Поэтому единых стандартов пока нет, но в профессиональной сфере сейчас идут разговоры, чтобы как-то объединить эти вопросы в единые стандарты, потому что крупные компании, они уже отчитываются, хотя это не обязательно, добровольно, но, как я уже говорил, многие финансовые инвестиционные решения принимаются на основе прозрачности отчетности корпораций по этим направлениям. Поэтому сейчас идут очень много дискуссий по стандартизации этих стандартов, чтобы компании могли отчитываться уже, кроме финансовой информации, отчитываться по этим нефинансовым аспектам. То есть, в принципе, можно делать это в какой-то свободной форме сейчас? Да, в принципе, можно делать в свободной форме, но, как я уже говорил, по всем направлениям есть определенные стандарты. Например, если вы компания, которая занимается, скажем, добычей, там свои стандарты. Если компания хочет отчитываться по, например, использованию детского труда, как социальный вопрос, там другие стандарты. И то, что стандартов много и как отчитываться, сейчас вопросы идут вокруг хотя бы не стандартов, а хотя бы рамок отчетности. О каких основных моментах нужно отчитываться компаниям ежегодно. Кто проводит ESG-аудит? Да, здесь нужно, по-моему, разобраться, потому что могут быть разночтения, нужно разобраться с некоторыми аспектами. Есть независимые рейтинговые агентства, которые проводят рейтинг соответствия компании, особенно это распространено в странах, где присутствуют компании, которые котируются на бирже.
А там независимые исследовательские компании проводят рейтинги этих компаний по соответствии ESG. И у них методика проведения оценки у каждой компании разная. Опять-таки существуют вот эти разногласия между стандартами, как их оценивать. С другой стороны, есть ESG-аудит. ESG-аудит – это независимая проверка приверженности компании, проверка их нефинансовой отчетности на соответствие тому, что говорит руководство компании об принятии мер и принципов по ESG. То есть аудит проводится экспертами, независимыми, на предмет разных, смотря по каким направлениям они отчитываются, проверяются их реальная работа, их реальные принципы по отношению к тем стандартам, которые существуют. Ну, то есть по тем сферам, да, по определенным сферам. Добыча это одна сфера, например, производство или пищевое производство – это другая сфера. Да. Что главнее, что важнее для компании, рейтинг или аудит? Можно сказать, что рейтинги, как я уже говорил, в основном проводятся независимыми исследовательскими организациями. Они сами это проводят на основе каких-то данных, которые публикуются компанией. Открытых данных. Да, открытых данных. Аудит – это независимая проверка, инициируя самой компании. То есть вы показываете потенциальным инвесторам или обществу, что вы привержены и хотите показать, что вы действительно, путем аудита, да, что действительно вас проверили, и вы действительно привержены к этим целям, делаете ваша работа в соответствии с этими стандартами ESG. То есть, если нет аудита, соответственно, рейтинг выставить, если какие-то исследовательские компании не смогут провести, да, оценить вашу? Не знаю, мы со стороны исследовательских компаний, со стороны рейтинга я, в принципе, не знаю, но аудиты, они нужны для именно корпораций, которые котируются на бирже. Общественность, инвесторы, они хотят получать независимую оценку того, что происходит с компанией. Раньше инвесторы и общественность, они были интересовались только финансовыми результатами компании, то есть чтобы купить акции и так далее. Да? Сегодня, кроме финансовой части, общественность заинтересована в этих экологичности, например, да, насколько компания соответствует. На самом деле ESG, многие, когда говорят о ESG, начинают говорить об экологии. Да, этот вопрос, конечно, распространенный, но там, кроме экологии, есть очень много других вопросов. Вопросы социального равенства, да. Вопросы, например, очень простые вопросы, как корпорация работает со своими сотрудниками, достаточно ли у них, например, отдыха для семьи, да, скажем, эти вопросы тоже там есть. Прозрачность корпоративной отчетности, корпоративного управления. То есть эти вопросы тоже немаловажны. И при аудите можно при годовом отчете корпорации могут раскрыть больше информации, насколько они либо привержены, либо делают очень много работы в отношении этих принципов. То есть там не только экология, там есть очень много других вопросов. ESG-аудит также проводится, как внешний аудит, раз в год? Обычно компании, которые проводят аудит финансовой отчетности, они вместе с финансовой отчетностью сейчас выпускают также нефинансовую информацию. Так называется нефинансовая информация, подразумевает больше вопросов по ESG. Да? Это прозрачное корпоративное управление, это вопросы экологии, это вопросы социальные. И они обычно выпускаются вместе. Годовой отчет компании о результатах работы, включая вопросы ESG. Есть какие-то, я не знаю, может быть, правила, возможно, для того, чтобы подготовиться к этому аудиту? Потому что мы, например, с Мафтуном говорили о том, как подготовиться к внешнему аудиту по финансовой отчетности, а как подготовиться к отчету по ESG. Тут два вопроса. Первый вопрос то, что сама тематика отчетности новая. Второй вопрос то, что нет единых стандартов по этим направлениям. Обычно нужно проводить оценку готовности компании к внедрению этих принципов. Определяются ключевые направления, которые важны на данный момент для этой корпорации, и определяется, на какой стадии они находятся.
Соответственно, проводится работа по приведению в порядок политик, процедур, способов работы, да, бизнес-модели под соответствие этим стандартам. А после этого уже можно будет проводить аудит. То есть работа большая и за какой-то там определенный, даже за год, по-моему. Да, в зависимости от сферы деятельности этой компании, в зависимости от сколько направлений они хотят отчитываться, конечно, работа может быть долгосрочной. Но в долгосрочном этапе это принесет плоды, потому что мы уже видим, что даже... Вот сейчас мы говорили о организациях, компаниях, которые котируются на бирже. Но в этих компаниях есть поставщики, есть цепочка поставок, да. И вопрос сейчас уже возникает о соответствии цепочек этих поставок, этих крупных компаний и их соответствие на ESG. То есть в будущем тенденция такая, что они будут проверять, общественность будет знать, насколько их поставщики этих крупных компаний соответствуют ESG. То есть фактически, если я, например, решила следовать принципам ESG, но у меня есть в цепочке, да, там поставки, участвуют в цепочке поставок другие компании, то есть я уже буду как бы зависеть от того, насколько они соответствуют принципам ESG. Определенно верно. Вот мы помним, несколько лет назад были вопросы, поднимались, например, о детском труде в Центральной Азии по вопросам хлопка. Были крупные компании, в которых поставщиках были производители хлопка из Центральной Азии. Там, когда использовались детский труд, там возникали проблемы. Это один из примеров, да, таких примеров может быть много. Вот, поэтому важность начать хотя бы говорить и проводить оценку соответствия ESG сейчас важно, потому что у компании появится конкурентное преимущество в будущем. Мы сейчас страна, которая открыта в глобальной экономике, и мы участвуем в глобальных операциях, поэтому это важно. То есть нашим компаниям, которые тоже могут быть задействованы в цепочке поставок, например, того же хлопка, уже через какое-то время, да, уже не обойтись без этих принципов, потому что требования будут все жестче и выше, и мы к этому в любом случае должны будем прийти. Думаю, что да. Думаю, что мы, вот по вопросу хлопков, думаю, что мы уже к этому пришли. Ну, это просто пример. Есть другие направления, да. Добыча, например. Да, у нас тоже есть добыча очень... тоже, да. В Таджикистане запрос уже на приведение стандартов, да, в соответствии с принципами ESG есть? Ну, как бы обращение, например, к вам в РСМ Таджикистан. Конкретных запросов пока нет, но мы знаем, что сейчас много идут прямых инвестиций от иностранных компаний в республику, также очень много помощи, инвестиций в развитие бизнеса от международных доноров. И уже вопрос соответствия ESG поднимается на форумах, дискуссиях этих доноров. То есть мы хотим, не хотим, к этому нужно готовиться. Пока конкретных запросов у нас не было, но эти направления идут. Но РСМ Таджикистан готов к тому, чтобы РСМ Таджикистан как часть международной сети имеет огромный потенциал по ESG. У нас, как вы знаете, много офисов в различных странах, и есть команды в РСМ, которые именно занимаются вопросами ESG. Уже давно у них разработано очень много инструментов, включая даже диджитализацию отчетности по ESG, поэтому этот вопрос, как бы, да, РСМ Таджикистан готов в этом направлении помочь. Еще один немаловажный вопрос, вот, к вашему предыдущему вопросу. Я вот утром читал одну статью в соседней стране, да, уже крупные компании, сами уже добровольно, да, уже объявляют о том, что они готовятся к внедрению принципов ESG. И если мы говорим о Центральной Азии, конкурентоспособности наших компаний, это, соответственно, означает, что мы тоже должны к этому готовиться. Соседняя страна это какая? Интересно же, Узбекистан. Можно было сразу, да. Бизнес сейчас там очень сильно открыт, и они прям готовы принимать инвестиции. Да, и чтобы принимать эти инвестиции, они уже готовы и уже знают, что
нужно внедрять эти принципы. Они в будущем, я думаю, что они будут, в принципе, равняться с отчетностью по финансовой части. Уже думаю, что в будущем только финансовая часть отчетности не будет достаточно для инвесторов. Если нас сейчас, например, слушают представители каких-то крупных компаний, которые даже, может быть, еще не задумывались о принципах ESG или задумывались, что бы вы им сказали? Помимо того, что, да, вот, во-первых, инвестиции, конкурентоспособность, что еще важно? Потому что сейчас общество пока, в принципе, не запрашивает, да, от бизнеса соблюдение этих принципов, да, потому что, как-то так общество само еще, в принципе, не готово, да, к тому, чтобы бизнес, в конце концов, отчитывался перед обществом о том, как он выполняет и соответствует, да, социальным принципам, что очень важно. Если там отдых хороший, если там страховые хорошие, там, я не знаю, как оплачиваются отпуска и так далее. Экология, что немаловажно. Я почему сейчас так много говорю об экологии, потому что мы видим, что происходит с экологией в Таджикистане. В любом случае, когда там общество начнет спрашивать, но сейчас я бы хотела, чтобы вы посоветовали что-то, возможно, бизнесу, который сейчас нас слушает. С точки зрения, я бы сказал, с точки зрения, кроме там требований по инвестициям, по финансовой отчетности, другой отчетности, общество – это наши потребители. И поведение потребителей в мире уже показывает, что они меняются. Их требования, их привычки меняются, становятся более зелеными, да, можно сказать. И рано или поздно они будут на это обращать внимание. Вот сейчас в силу того, что интернет, все открыто, эти вопросы к нам доходят очень быстро. И думаю, что уже есть какие-то там, я видел, да, в социальных сетях есть группы разные по различным направлениям, да. Кто-то там по вопросам животных там заботится и так далее, кто-то по вопросам экологии, кто-то по вопросам социальных. И это будет консолидироваться, я думаю, и общество как единое общество будет требовать от компании уже более ответственно к этим относиться в будущем. Может быть не сейчас, но в будущем это будет. В ближайшем будущем. Поэтому важно помнить о том, что общество – это, в принципе, основные потребители наших услуг и товаров. И чтобы оставаться на рынке или быть, скажем, ведущими, да, на рынке. С обществом придется считаться. Считаться, да. Это, клиент всегда прав, правильно? Вот с этой точки зрения, это не сразу все происходит, конечно. Вот, например, просто потребительский рынок, скажем, продовольственных товаров. Сейчас уже много представлено товаров, уже люди понимают, и есть доступ к интернету, информация, они уже читают, да, каждый товар или хлеб, да, как это производится, как это все это общество уже знает. Поэтому постепенно у них привычки будут меняться. Я думаю, что по направлению к тому, что по направлению к более чистой экологии, других вопросов. То есть помимо того, что мы будем обращать внимание на качество, да, как мы сейчас там уже смотрим качество, в последующем мы будем уже выбирать, да, а как это, с помощью кого это было произведено и так далее. И из-за того, что слишком много продукции, компания может пострадать, если вдруг... Да, если компания будет работать в области конкурентоспособности именно этих вопросов, думаю, что... Потому что товаров действительно и услуг очень много, как они будут отличаться. Сейчас цена с точки зрения маркетинга не играет большую роль, потому что они как бы консолидация рынка, они не сильно отличается цена. Сейчас больше потребители заинтересованы в так называемом experience, да, какой опыт потребительский они получают. Вот. И с этой точки зрения люди будут больше сравнивать товары с разных аспектов. И один из аспектов это именно ESG, потому что он сейчас дискутируется очень много в сети, в разных форумах, то есть это вопрос трендовый. Да, если даже и это ESG не называется, да, там кто-то не знает, что это такое, тем не менее, вот эти аспекты социального равенства, они очень часто обсуждаются в Фейсбуке,
Да, и там Абсолютно просто верно. было очень много примеров, когда репутация просто, я не знаю, там кафе или ресторан, она летела вниз только потому, что, ну вот, как бы они не уделили должного внимания этим Абсолютно вопросам. верно. Спасибо большое. Я хотела напомнить, что это цикл подкастов «Бизнес-среда». Мы пишем совместно с консалтинговой компанией RSM Таджикистан. И у нас в гостях был Фируз Саидов, партнер по международным связям компании RSM Таджикистан, член ассоциации сертифицированных бухгалтеров SSA. Спасибо большое, Фируз. Спасибо. Бизнес-среда.